Салем Достар, вы снова на канале Кола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня посмотрим видео «Казахи, возвращайтесь в юрты, а русские в лапти». Ответ на комментарий, я так понял, будет давать девушка, да, может лучше тебе в родной аул. Давайте увидим, посмотрим, что здесь расскажут, покажут, друзья. Перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, и видео выходят все по вашим заказам. Смотрим. Дмитрий из Караганды тут нам пишет. Может, лучше тебе в родной аул? Дмитрий, а может быть лучше вам в родную землянку? И срочно скидывайте ту удобную обувь, в которой вы ходите, и переобувайтесь в родные лапти. Кстати, вы что, все еще пользуетесь смартфонами? Ай-яй-яй-яй, Дмитрий, это ведь западные разработки, не гоже пользоваться технологиями врага. Срочно выкидывайте свой телефон и переходите к истокам, к общению с использованием березовой бересты. И вот Дмитрий написал этот гениальный комментарий какому-то парню-казаху. И меня прям всегда прикалывает, когда как-то казахов пытаются обидеть или оскорбить, отправляя их жить в аул там или в юрту. Ну неужели вы не понимаете, что с удовольствием в аул ездят по праздникам, детей на каникулы отправляют? Жить в юрте вообще для казаха честь. Ну о чем мы говорим? Кстати, Дмитрий, для вас еще один бесплатный совет для меня. Может быть, вместо того, чтобы строчить комментарий у меня под видео, тем самым мои видео продвигая, Кобр Ахмед вам за это. Может, лучше вы возьмете учебник по русскому языку и особенно обратите внимание на раздел под названием «Пунктуация». Он у вас вообще хромает, как будто вы эти уроки в школе пропустили. Ну и я еще понимаю, когда люди говорят, вы знаете, я не смог выучить казахский язык, он сложный, программа плохая и бла-бла-бла. Ну родной это язык, ваш родной, ну неужели не могли выучить нормально? Ну, Дмитрий, ну что это такое? Молодец, поставила на место. Я даже что-то добавить этому Дмитрию в родной аул, да, говорит. В родном ауле по сравнению с теми глубинками в России, которые находятся и как они там сейчас живут, то мне кажется, в ауле в Казахстане прекраснее жизнь и прекрасная обстановка для жизни, нежели глубинки в России, у которых там вообще нет. Страна, которая первая, да, в мире продает там нереальное количество газ, и весь мир сидит без газа. Врагу своему Америке продают газ, и Америку считают врагом. Ну, пользуется, как она сказала, пользуется смартфонами, а врагом считают Америку. И все на Америку, но посмотрите себе под ноги и так задумайтесь, а что Россия изобрела? Кроме вот там 5 махов, вот эта ракета, которая и то ее уже сбивают, а так рассказывали, расхваливали. И все на оборону России, потому что матушку Россию хотят. Вы там вообще никому не нужны. Вообще там никому не нужны. Вы вообще там, даже нам, вы не нужны, потому что ваш болота вот эти, в которых вы живете, для какой-то цивилизации и мышления тех людей, которые там проживают, они еще долго, веками не смогут развиваться и нормально жить, потому что люди у вас такие. Лучше жить в болоте, уехать в другую страну, воровать унитазы, грязные трусы женам привозить. Вот это вы умеете. А что-то сделать у себя и каким-то смартфоном, чтобы вашим весь мир пользовался, у вас этого не хватит ума. Точно, 100%. Друзья, обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам. Алга Казахстан. Слава Украине, берегите себя. До встречи.